Слив от бухалка. А это как они? Да, Роспотребнадзора, ничего у тебя не придрались. Мы же уже облили. Заметили проблему? Хотите помочь другим? Зафиксируйте нарушение, отправьте на городской портал OneClick Якутск и следите за устранением. Сервис «Мониторинг проблем» — удобный инструмент для улучшения жизни в городе. За 5 лет решено более 5000 вопросов. В один клик. Всем добрый день! Вы смотрите «Мониторинг проблем», выпуск номер 15. Мы находимся по адресу Жарницкого, 29, дробь 1, дробь 2 и дробь 3. На городской портал OneClick неоднократно поступили жалобы о том, что в подъездах ночуют пьяные люди, устраивают туалет, стоит невыносимый запах, и сейчас мы узнаем, что здесь происходит. Наш дом построился 5 лет назад, и сразу вокруг нашего дома 8 виноводочных магазинов и 3 бухалка. А потом они же там до 2 часов, бухалк, большая кружка до 3, поляна до 3, и они уже потом в 3 часа напились и никуда идут. Летом они на чердаки лезут в двухэтажки, зимой они у нас в подъездах спят. И почему-то наш дом построили, ни один кафе не построил для детей, чтобы пойти туда, покушать там пирожное какое-то или еще что-то. Даже вот этот бухалк сейчас убрать и сделать там волейбольную площадку. Просто. Даже не надо там ничего, нет, просто их снести. И будет хорошее место, и дети будут в волейбол бегать туда играть. Мы это можем организовать. Купить сетку и мячик. В ночное время жители домов говорят о том, что собираются здесь подростки. Дорогие подростки, вы уже выросли от детских площадок. Это не ваше место. Вот смотрите, здесь получается огромное количество вот этих бутылочек. Это антисептическое средство. Да, на основе технического спирта. На основе технического спирта, и они просто выпивают и выбрасывают вот эти бутылки здесь. Тут устроили, это, видимо, чья-то спальная комната. Да. Тут спят люди. Мы же уже облили им полностью в этих бутылочках. Свалка ужасная. Это возле этого дома. Тут очень много, просто очень много этих бутылочек. Откуда они это покупают, мы постараемся это понять сегодня. Жильцы обратились в Федеральный Роспотребнадзор, наш, кто находится на Капском округе, да, по данной проблеме, да, то, что вот эти, получается, алкобары надо проверить, соответственно, да, на предметное соответствие санпина и санитарных норм и прочего, да. На что пишет Роспотребнадзор? Он берет просто и перенаправляет это обращение в ММУ МВД Якутское. Причем вот МВД Якутское, полиция у нас не может проверять санпины. Вот такая странная ситуация. То есть куча структур у нас разных, да, но никто не может решить проблему жильцов этого дома. По бухалку мы уже приезжали к ним, административные протокола уже составляли. А они по вообще поводу без того, что у них стоят? нету санитарной точки, нету, так сказать, туалета. Нет слива. Нет слива. Слив от бухалка. А это как они получают? Чья территория-то? Вон, видите, слив от бухалка. Я так думаю, что у них слив есть. Он куда-то идет вот сюда. И вот смотрите, вот здесь-то жижа, и все идет вон туда. Вот видите как? Это же просто ужас. А это чье здание вот стоит? Золотарева. А? А вы кто? Арендуете? Да. А документы есть? Сигареты выкиньте, когда с вами разговаривают. На аренду есть? На аренду есть? Есть. Она вам ближе, чем сдавать, она показала, то, что у нее имеются документы на право собственности. Мы к вам пойдем, да? Я просто говорю, что она со мной работает. А вы бармен? Да. На работе не трезвом состоянии, правильно? Ну, в смысле не трезвом? Ну как? Давайте разберемся. Это вы, да, Андрей Владимирович? Нет. А кто? Хозяин.
Хозяин. Хозяин чего? Вот этого магазина? Да, да. Не, ну имеется в виду, он арендует. Он арендует, а вы кто? Я представитель. А, представитель, да. Две дамы употребляли алкоголь, сейчас 5:11, 17:11, они вышли, когда мы пришли с камерой. Обратите внимание на эту бумажку. Туалет находится в соседнем здании торгового центра Золотарев на 1-м этаже. То есть посетители этого кафе должны пойти туда, в туалет, вот так вот. Оформи все документы, слив, все как надо, чтобы любая комиссия пришла к тебе, от пожарной до Роспотребнадзора, ничего у тебя не придрались. Мало того, что шум, гамма и драки здесь постоянно. Для чего это нам надо? Мы вообще требуем, чтобы закрыли. Давайте здесь так, как бы, на лицо сразу видно здесь нарушение, что у них получается одна входная группа здесь, что это нарушение Санпина. Потому что они как гусуют сюда, так и посетители. У них получается имеется туалет, а раковины для мытья не предусмотрено. Канализация. Канализацию надо у вас, кстати, канализация. Нету ничего. Куда слив идет? Ну он же в середине мая нам обещал это все сделать. Нам же не было получить тех условий, но это не от меня зависит. Ну понятно, у вас куда? Я еще раз вопрос не отведите, но у вас канализация, куда вода, куда отведение? Нет водоотведения. Нет водоотведения. Это тоже является нарушением. Причем не работает, да, получается? А отчет вы тогда не предоставляете, да, в налоговую? Нет, вот. Это вот закрыться и привести все в соответствие. До открытия. Если вы это не сможете сделать, то тут у вас будут уже действительно такие серьезные нарушения, да, у вас тут представляет угрозу. Вы же тут тоже здесь общепит. Это общепит у вас, кстати? Или нет? Паквет? По кводу, по идее, нет. Если были бы там что определенного количества столов, то вроде да. Так, нет, а как вы открылись тогда? Вот вы имеете право продавать, если вы общественно осуществляете услуги как общественное питание, а вы не осуществляете общественное питание. У вас плохой день нет, да? Нет, у нас торговый. Ну вот это тоже является нарушением. Вы пока документы не приведете в соответствие, пока не приведете к требованиям к санитарным нормам, да, вы не имеете права вообще работать. Мы как соседи, да, после работы, например, приходим, хотим расслабиться, да, приходим нормально, спокойно сидим, у них всегда чисто. И никогда у них мусор нету, всегда не убирают, баки у них не полные не бывают. И народ... Грязи тут нет. Грязи здесь нету, и народ-то то, что там говорят, бабушка там говорит, да, такого нету. Сообщите мне, нет их никого. Хорошо. Здравствуйте. Ну, путаница, может, другим, может, бухгалка. Как начинают? Ну вот он сейчас говорит до 12. Мы громко музыку не слушаем, по дискотеке, я даже не слышу. У нас слышен весь дом, здесь такой... Данное жилое помещение. Да, мы наказали, прежде чем открыться, он должен был привести все в соответствие, да, санитарным нормам, пожарным нормам. Также у него должен быть кассовый аппарат, но он нам ничего не предоставил и сам признался, что у него нет этого ничего, и он не соблюдал эти правила. Мы ему предложили: добро, закройся, приведи все в соответствие, а потом уже только будешь осуществлять предпринимательскую деятельность. Посмотрим. Он не закроется. Но этот факт не факт, но я предлагаю все-таки вот, от лица жителей через вашего общественника Александра, либо через нас, окружную администрацию, мы тоже сейчас акты составим, направим контролирующие органы для того, чтобы они выехали, провели проверки на предмет соблюдения действующего законодательства. Если действительно факты подтвердятся, что там представляют угрозу жизни людей, здоровья жизни людей, тогда, конечно, уже контролирующие органы, как Роспотребнадзор, отдел надзорной деятельности МЧС, будут уже, скорее всего, выходить в суд о принудительном закрытии, да, при остановлении деятельности данного заведения. Но они будут все равно работать. Нет, но все равно нет, работать они не смогут, если будет принято решение, как практика показывает, приезжают судебные приставы, сразу все это опечатывают, закрывают. Я думаю, это будет чревато, если нарушение закона и нарушение исполнения решения суда
юная предприниматель будет как-то участвовать в исполнении решения суда. Сегодняшний рейд мы завершаем. Скажем так, результат достаточно позитивный, потому что в данном пивоваре «Бухалка» выявлен целый букет нарушений, начиная, получается, от документов на землю, кончая санитарными нормами. И, получается такая ситуация тоже. Нету ни кассового аппарата, ни санитарной книжки, получается, ни сертификатов. По обоим, получается, этим пивоварам будут предприняты меры, им сейчас протокол будет составлен на них, получается, и предупреждение. Бухалку было конкретно предложено закрыться, так как перспектив дальнейшей работы у него уже нет. Всем спасибо.